В эфире новости российского телевидения. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Сегодня рано утром 3 вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечни из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Пресс-служба правительства России заявила, что акция осуществляется на основании указа президента по разоружению незаконных вооруженных формирований и восстановлению конституционного порядка. По данным информационных агентств, в составе колонн танки, бронетехника, самоходные орудия. Колонны сопровождают вертолеты. По информации, которой мы располагаем к этому часу, российские войска, вошедшие со стороны города Моздок, достигли населения Толстой-Юрт, примерно в 13 километрах от Грозного. В чеченской столице обстановка очень тревожная, передает российское информационное агентство. На центральной площади продолжается многолюдный митинг. Как сообщает корреспондент France Press, около 300 вооруженных чеченских добровольцев заняли позиции вокруг здания Департамента безопасности Чечни. Эти люди спустились с гор, окружающих Грозный, где уже несколько недель идет активная подготовка к защите столицы. Население спешно покидает город, остающиеся оборудуют убежище в подвалах домов. Руководство Чечни заявляет, что готово защищаться. И только что ТАСС передал, на северной окраине Грозного появились боевые самолеты, слышны разрывы бомб. Высказывается предположение, что авиация расчищает дорогу одной из 3 колонн, подходящих к городу. Между тем, руководитель пресс-службы российского правительства Валентин Сергеев заявляет, что обстановка в районе Грозного и на маршрутах продвижения российских войск остается нормальной. Он подчеркнул, блокирование чеченских границ и подступов к Грозному необходимо для создания заслона наемникам и авантюристам, которые, сказал Сергеев, пытаются проникнуть в Чечню под видом спортивных команд, туристов, торговцев и родственников. Необходимо также не допустить ввоза оружия и наркотиков. Эти задачи решаются без единого выстрела, подчеркнул руководитель пресс-службы. Военнослужащие ведут переговоры с лицами, которые пытаются остановить движение колонн и разъясняют им смысл указа президента. Еще, подчеркнул Сергеев, российские войска везут в Чечню тысячи тонн продуктов, горючего и медикаментов. Это официальное сообщение, а вот по данным информационных агентств картина иная. Войска встречают сопротивление местных жителей, сообщает France Press. Еще не успев войти на территорию Чечни, 5 российских танков были подожжены. И ТАСС передает, эшелон с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади состава пути были разобраны. Уже есть сообщения о жертвах. По данным Интерфакса, 2 ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну российских войск. Оппозиционный Временный совет Чечни сообщает, что при прохождении российских войск через Надтеречный район ранено 11 местных жителей, 6 тяжело. В Ингушетию продолжают прибывать беженцы из Чеченской Республики. Правительство Российской Федерации распространило обращение к гражданам Республики Ингушетия, в котором говорится: ситуация в Чечне, неотъемлемой частью нашего Отечества, достигла крайне опасной черты. В результате применения оружия незаконными формированиями пролилась кровь ни в чем не повинных людей. Правительство Российской Федерации, руководствуясь соображением ответственности за жителей Чечни, приняло решение обеспечить республике конституционную законность и правопорядок, оказать экстренную помощь в обеспечении населения всем необходимым, восстановить экономику. И далее обращаясь к жителям Ингушетии. К вам обращается руководство Российской Федерации. Не препятствуйте вводу войск на территории Чеченской Республики, а не выполняйте свой конституционный долг. Не допускайте противоправных действий в отношении военнослужащих на маршрутах выдвижения колонн. Говорится в обращении к гражданам Республики Ингушетии, подписанном заместителем председателя правительства Российской Федерации Николаем Егоров. Российская армия, взявшая направление на Чеченскую Республику, развертывает боевые действия на территории Ингушской Республики. Сегодня после 17 часов обстрелян населенный пункт Гази-Юрт вблизи города Назрани, в результате которого есть разрушения и жертвы среди мирных жителей. Президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов заявил сегодня, что Владикавказ готов к проведению намеченных на завтра переговоров по урегулированию конфликта в Чечне. Сегодня же во Владикавказ для участия в переговорах прибыла российская рабочая комиссия. Между тем, министр иностранных дел Чечни Юсеф заявил Интерфаксу, что переговоры с Россией отменяются. Общественные партии и движения Северной Осетии, духовенство, представители творческой и научной интеллигенции республики передали в МИД Чечни через миротворческую миссию, возглавляемую руководителем Исламского культурного центра России Абдул-Вахидом Ниязовым, обращение, которое поддержал и Комитет Верховного Совета по национальной политике и внешним связям. Мы заявили, что путь из Северной Осетии на Чечню может быть только миротворческим силам. Других сил
мы постараемся не пропустить на территорию Чечни. Это в интересах не только чеченского народа, это в интересах России, это в интересах Северной Осетии. Сегодня российский премьер Виктор Черномырдин встретился с руководителями обеих палат Федерального собрания Владимиром Шумейко и Иваном Рыбкиным. В ходе беседы, сообщает российское информационное агентство, обсуждались вопросы, связанные с решением чеченского конфликта. До чего договорились, неизвестно. Зато известно, что руководителем оперативного штаба по урегулированию в Чечне назначен первый вице-премьер Олег Сосковец. В Москве на Пушкинской площади состоялся митинг протеста против введения в Чечню российских войск. На митинг, организованный в считанные часы по призыву председателя Комитета Государственной Думы по обороне Сергея Вишенкова, собралось около 1000 человек. Демократическая общественность протестует против силового решения чеченского конфликта и уже случившегося военного вторжения на территорию Чечни. На митинге выступили депутаты Государственной Думы, среди которых Егор Гайдар, Григорий Явлинский, Сергей Ковалев и Элла Панфилова. Мы против того, чтобы наши дети гибли там. Мы против такой демократии, которую можно устанавливать танками. Президент отгородился от нас, как сказал один мой хороший друг, носовой перегородкой. Но носовой перегородкой отгородиться от народного гнева практически невозможно. Есть риск того, что сегодня ночью будет начата войсковая операция по захвату Грозного. Те, кто могут планировать эту операцию, забывают о том, что Грозный – это не неприятельская крепость, а это российский город, в котором живут сотни тысяч российских граждан. Они забывают о том, что войсковая операция в таком городе неизбежно приведет к морю крови. Депутаты считают, что как можно скорее нужно провести чрезвычайное заседание как Государственной Думы, так и Совета Федерации. Желательно это сделать завтра, хотя завтра, скорее всего, будет уже поздно. Все, что можно, подчеркнул Гайдар, нужно сделать сегодня. Первой годовщины Российской Конституции российская внутренняя политика обрела отчетливый новый профиль. Существует старая истина: даже самые трудные переговоры лучше самой меткой стрельбы. Переговоры с Дудаевым были запланированы на завтра. Поход на Грозный начался почему-то сегодня, задолго до истечения срока ультиматума российского президента о разоружении чеченских группировок. Если государство использует армию для решения внутренних проблем, это признак слабости и бессилия власти, свидетельство ее интеллектуального и морального банкротства. Похоже, горький опыт Михаила Горбачева пропадает зря. А ведь первый и последний президент СССР в свое время прошел до конца весь путь. От обещаний демократии и реформ до кровавых акций в Баку, Тбилиси и Вильнюсе, за которыми последовал распад союзного государства. Неужели на самом деле повторение – мать учения и для российского руководства? Ведь угроза гражданской войны на Кавказе, в конце концов, гораздо опаснее для малокровной российской демократии, чем для бравого генерала Дудаева. С минуты на минуту мы ожидаем обращения президента в связи с сегодняшними событиями в Чечне. Текст, где, очевидно, самые ключевые слова – это слова о том, что сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чечне, и именно в связи с этим войска введены на территорию Чеченской Республики. Я прочитаю вам полный текст этого обращения. Дорогие сограждане, сегодня, 11 декабря 1994 года, на территорию Чеченской Республики введены подразделения войск Министерства внутренних дел и Министерства обороны Российской Федерации, говорится в обращении президента. Действия правительства вызваны угрозой целостности России, безопасности ее граждан как в Чечне, так и за ее пределами, возможностью дестабилизации политической и экономической ситуации. Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации, Чеченской Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. И далее та фраза, которую я уже цитировал. Сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской Республике. На 12 декабря 1994 года намечены переговоры между представителями России и Чечни. Мы должны предотвратить их срыв, указывается в обращении президента. Чтобы наладить в Чечне нормальную жизнь, необходимо конструктивное сотрудничество всех ветвей власти и ответственных политических сил России. Взвешенность и точность оценок, говорится далее. Намерен, подчеркивает президент в своем обращении, завтра
обратиться к Федеральному собранию с предложением совместно уточнить рамочные условия для проведения переговоров. Правительству поручено действовать в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации с учетом сложившейся обстановки. Как президент буду следить за соблюдением Конституции и закона, обязываю всех должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по восстановлению в Чеченской Республике конституционного порядка, не применять насилие против мирного населения, взять его под свою защиту. Напоминаю, что до 15 декабря 1994 года в соответствии с моим указом, говорится далее в обращении президента, действует амнистия для всех добровольно сдавших оружие. Обращаюсь к гражданам России чеченской национальности. Уверен, что вскоре вы сможете сами в мирных условиях решить судьбу своего народа. Рассчитываю на вашу мудрость, пишет далее президент. Воины России, обращается президент к военнослужащим, знайте, что, выполняя свой долг, защищая целостность нашей страны и спокойствие ее граждан, вы находитесь под защитой российского государства, его конституции и законов. В восстановлении мира на территории Чечни заинтересован весь народ республики, все россияне. Уверен, что только на этой основе могут быть решены проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимыми. И подпись Борис Ельцин. Вот такое обращение президента к гражданам России передала только что пресс-служба президента Российской Федерации. И свою защиту, а именно к этому обязывает президент в своем обращении всех должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по восстановлению в Чеченской Республике конституционного порядка. Так вот, если верить сообщению ИТАР-ТАСС из Грозного, по столице Чечни нанесен новый авиационный удар. Жители многих домов выключили свет, опасаясь других налетов. На восточной окраине города догорают осветительные ракеты. Около часа назад на северной окраине Грозного в направлении селения Толстой-Юрт впервые появились боевые самолеты и были слышны разрывы бомб. Вообще, в течение сегодняшнего дня информация поступала буквально каждую минуту, и нам приходилось многое менять. Сегодняшнюю передачу мы делаем, как у нас говорится на телевидении, с колес, потому что действительно каждая новая информация, поступающая то и дело, заставляет нас отказываться от многих заранее запланированных материалов на темы других. Противоречивость поступающей информации о продвижении российских военных колонн в сторону Грозного, приблизительную картину происходящего все-таки можно составить. Итак, утром войска выдвинулись по крайней мере в двух направлениях. Первое из них пока, пожалуй, самое безопасное – Моздок, Толстой-Юрт. Этот маршрут проходит только по территории Северной Осетии и Чечни, причем в районах, контролируемых Временным Советом, а оппозиция, похоже, пока является союзником российских войск. На этом направлении сообщается лишь об одном инциденте. Резко развернувшуюся перед бронетранспортером машину обстрелял находившийся на броне боец. Итог – 2 раненых. В остальном, во всех населенных пунктах, находившихся по ходу движения, выставлены посты российской армии. Наши солдаты пока никого не разоружают. Позже было сообщено о наличии 11 раненых в этом районе. Подробности пока неизвестны. Сообщения о выдвижении колонн с территории Дагестана пока не подтвердились. На третьем направлении кровь пролилась еще до того момента, как наши войска достигли территории Чечни. Маршрут аэродром Беслан, Северная Осетия, Грозный проходит сквозь территорию Ингушетии, и появление в этом районе войсковых колонн было встречено без энтузиазма. Еще днем стали поступать сообщения о блокировании ингушами российской колонны и о первых жертвах. По крайней мере, 2 человек погибли еще тогда. К вечеру ситуация еще больше обострилась. Пройдя сквозь кордон в районе села Барсуки, российская колонна вновь была остановлена у селения Гази-Юрт. Официальные лица Ингушетии сообщают об обстреле этого села российской армией, причем даже с воздуха. Президент Ингушетии Руслан Аушев около 7 вечера сообщил, что в его республике разрушено 6 домов и 1 мечеть. 3 человека погибли. Среди них министр здравоохранения Ингушетии, которого вытащили из машины, когда он пытался остановить колонну, избили, и позже он скончался. С наступлением темноты в Ингушетии появились горящие машины российской армии.
Между тем, Временный информационный центр на Северном Кавказе 18:00 сообщил, что первый этап операции завершился. В результате его удалось блокировать территорию, на которой действуют незаконные вооруженные формирования. Если принять во внимание, что первая колонна остановилась в районе Толстого юрта, примерно в 20 километрах от Грозного, то напрашивается вывод, что все оставшиеся за ее спиной вооруженные формирования Временного совета считаются законными. Однако похоже, что на сегодня операция все-таки еще не завершена. Поступают сообщения о самолетах, которые появились на северных окраинах Грозного, то есть со стороны Толстого юрта. Слышны разрывы бомб. Вполне вероятно, что ночью может быть предпринята попытка штурма Грозного. Между тем, на этом фоне еще ни одна из сторон не отказалась от переговоров, намеченных на завтра. Во Владикавказ даже прибыли российские представители. Борис Кольцов, НТВ. Когда в минувший вторник Павел Грачев и Джохар Дудаев обсуждали судьбу российских пленных в Грозном, время начала войсковой операции в Чечне, скорее всего, еще не было определено. Обе стороны говорили о мире, продолжая готовиться к войне. По информации российских военных, дудаевские боевые подразделения сегодня насчитывают более 12 тысяч человек. До этого воскресного утра почти все они находились на казарменном положении. На подходе к Грозному минировались дороги, устраивались завалы. Был даже сформирован полк смертников из числа наиболее верных Дудаеву людей. Главное, чтобы не было войны. Ведь у каждого семья есть, дети есть. Но свободу будем стоять до последнего. У ваших русских ребят же так же родители, матери, семьи же у каждого, правильно? Но мы же, неужели думаете, мы тоже, у нас тоже твои дети? Это нас действительно подставляет, то есть с другой стороны. Это же будет чистейшая мясорубка. Никогда ни одна война не принесла пользы ни одному народу. Численность российской группировки, сосредоточенная с 1 декабря на подступах в Чечне, оценивается разными источниками в 35-40 тысяч человек. Это трехкратное превосходство в живой силе, как и полагается при ведении наступательных операций. Группировка состоит из армейских частей, внутренних войск и спецподразделений других российских силовых структур. Судя по сообщениям печати, только воздушно-десантные подразделения насчитывают около 6 тысяч человек. Вплоть до этого воскресного утра к границам Чечни продолжала стягиваться боевая техника, разворачивались все новые технические посты, зенитно-ракетные комплексы. В воздухе постоянно находилась авиация противовоздушной обороны. Российские военные оповестили, что все летающие аппараты без опознавательных знаков и не отвечающие на запрос свой-чужой будут немедленно сбиваться. Группировка базировалась в 3 прилегающих к Чечне районах. Основные силы вокруг Моздокского военного аэродрома. Система постов пикетов оцепления здесь настолько сложна, а пароли менялись столь часто, что в прошлый понедельник российские десантники задержали как подозрительного директора ФСК Степашина. Еще вчера на лицах солдат, которые сегодня участвуют в военной операции в Чечне, на первый взгляд не было видно беспокойства. Тревога чувствовалась среди офицеров, генералов, военных медиков. Здесь под Моздоком развернут специальный медицинский отряд со спецоборудованием и техникой. Этот операционный автомобиль рассчитан на прием 100 раненых в течение 3 суток. Были развернуты полевые блоки и для тяжелораненых. Конечно, я могу шарахнуть, и ничего от него не останется. И шарахну точно, даже в городе. По любому дому, в любое окно сейчас у нас в состоянии попасть в любое вооружение. Но другое это дело. В его составе, пусть они наемники, но наши же люди там много. Пусть они чеченцы, но чеченцы это же наши люди, ожесточенные. Вот этой пропагандой, в том числе и наша пропаганда, не совсем последние дни правильно работает. Наоборот, чтобы к какому-то миру призывать. Нет, призывают там. Понимаете, вот что не хочется. Не хочется уничтожать, в принципе-то, ни в чем не повинных людей. Александр Островский, Александр Щурий, студия Министерства обороны, специально для программы «Итоги». Так выглядел город Грозный сегодня в 12 часов дня воскресенья, когда здесь стало окончательно известно о том, что в исполнении указа президента 3 танковые колонны начали продвижение вглубь Чечни. Из всех возможных вариантов Москва предпочла военный. Из всех возможных ответов у Чечни оставалось одно – взяться за оружие. Известие о начале активных действий со стороны российской армии не было для столицы Чечни неожиданным. Его ждали всю прошедшую неделю. К обычной тысяче, митингующих день ото дня на Центральной площади, сразу добавилось еще несколько тысяч вооруженных людей. Центральный рынок Грозного, наученный горьким опытом 26 ноября, мгновенно опустел. Местное телевидение обратилось с воззванием к народу встать на защиту Родины. Джохар Дудаев прибыл в президентский дворец в половине первого. По оценке Дудаева, Россия совершила акт агрессии против Чечни, и народ Чечни имеет право на вооруженное сопротивление.
Вместе с тем президент Чечни подтвердил твердое намерение направить завтра во Владикавказ специальную официальную делегацию для участия в переговорах о мирном урегулировании. Как известно, договоренность о таких переговорах была достигнута несколько дней назад. Между тем, по сведениям 16:00, российские танковые колонны находились на расстоянии примерно 70 километров от Грозного. Российские самолеты, как и вчера, совершили несколько разведывательных полетов над городом. В квартиру этой 51-летней русской учительницы угодил 37-миллиметровый снаряд, возможно, от зенитки, возможно, от авиационной пушки. Русские, живущие в Грозном, а их десятки тысяч, опасаются, что они станут заложниками на этой войне. После 4 часов дня телевизионная группа НТВ отправилась в направлении Владикавказа. Сотни машин с женщинами и детьми покидали город в поисках убежища в окрестных селах. От Грозного до чечено-ингушской границы вдоль дороги создано не менее 6 рубежей обороны. Обочины дорог минируются. Группы мужчин, вооруженные автоматами, гранатометами, охотничьими ружьями, а чаще безоружные, сосредотачиваются в местах возможного наступления танковых колонн. Здесь же они клянутся на Коране умереть в бою, но не сдаться. Объездная дорога, соединяющая Владикавказ с Грозным, абсолютно свободна, по меньшей мере к моменту выхода этого репортажа в эфир. Тактика защитников Грозного говорит о том, что они намерены заставить армию втянуться в город и навязать ей партизанскую войну в жилых кварталах. Тем временем в Грозном Европейский союз телевещания к 5 часам вечера сегодня развернул систему спутниковой связи, обеспечив таким образом ведущие телекомпании возможностью прямого эфира из осажденного города. Владимир Лусканов, Геннадий Карандин, телекомпания НТВ из Грозного и Владикавказа. Как вы можете сдержать ингушей, когда для нас, чеченцев и ингушей, мы в войнах, один народ. И без моей воли, без воли любого руководителя республики, не только моей, да и других республик Северного Кавказа, никто их сдержать не сможет. Люди пойдут с соответственными взглядами, убеждениями, родственными отношениями. Почему? Потому что у нас в Ингушетии все 100% убеждены, что ни в коем случае не должны применяться силы в отношении чеченцев. Там не только чеченцы, там 30 тысяч ингушей, там сотни тысяч русскоязычных, русских, других национальностей. И сегодня, когда мы видим, что Грозный готов к переговорам, почему отвергать? Надо идти на переговоры. Выходить из этого тупика только переговорный процесс. Ну, даже возьмем, вошли войска. Чеченская республика — это не пригородный район Северной Осетии, где в 1992 году, применив силу, смели 15 населенных пунктов. Как они будут стоять? Какими силами они будут год стоять? 2 года будут стоять? Ведь не те люди, которые не согласны, они же не будут согласны завтра и послезавтра. Завтра начнется один выстрел, послезавтра второй выстрел. И все втянутся в войну партизанскую. Вот решение о том, что вот сейчас война будет встречать цветами, и все это уладится. Это обманчивое явление. И все там будут находить, все применения. Все пойдут туда, серые гуси, джентльмены удачи, все будут там. Будут мстить за убитых, будут мстить за то, что, значит, у него другая идея или другой зад. Ударить — это не политическое средство. Это тот случай, когда всем ветвям власти надо объединиться, и выработать политику, которая связана не с Осетией, не с Ингушетией, не с Чечней, а связана с Россией и связана с российской политикой на Кавказе. И эту политику российскую должны вырабатывать, во-первых, люди, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить единство и целостность России. Во-вторых, этим должны заниматься профессионалы, которые знают ситуацию и могут предложить то, что сегодня может вывести Кавказ из того критического положения, в котором Кавказ сегодня находится, и, следовательно, весь юг России, а может быть, Россия в целом. Мы сейчас говорим о провале несуществующей национальной политики. Несуществующей. Потому что никаких ориентаций фактически в течение уже нескольких лет не даются. И всячески этому препятствуются. Прежде всего, федеральные органы власти. Попытку урегулирования чеченского кризиса. Впрочем, их митинг на Пушкинской площади был не слишком многочисленным, несколько сот человек. Политический вес мероприятию придало присутствие депутатов демократических фракций Госдумы. Долой войну! Мы были там, мы знаем, что переговоры возможны. Может быть, мы действительно сможем выразить свой гневный протест
политики, в данном случае президента. Президент отгородился от нас. На митинге депутаты потребовали у президента отставки силовых министров и немедленного начала мирных переговоров с Чечней. То, что происходит, гибельно не только для России, гибельно лично для президента. Я только что говорил с президентом Ингушетии Аушевым. По его данным, уже есть 2 убитых на территории Ингушетии, 11 человек ранено. Появляются сведения о новых жертвах среди мирного населения. Егор Гайдар сообщил, что начало воинской операции по захвату Грозного возможно уже сегодня. По мнению Гайдара, это выгодно всем антидемократическим силам. Они прекрасно понимают, что российская демократия не переживет подобного рода операций, что после нее мы неизбежно получим полицейское авторитарное государство. Выбор России считает, что сегодня необходимо требовать у Ельцина и Черномырдина не допустить захвата Грозного, а парламент должен собраться на чрезвычайное заседание. Некоторые участники митинга собирались оставаться на площади всю ночь. Владимир Ленский, Андрей Мелехов, НТВ. Уже раз за последние годы лидеры страны предоставили населению возможность в течение почти всего дня гадать о смысле своих политических действий. Так что же все-таки собирается предпринять Кремль в Чечне дальше? Силой разоружить незаконные вооруженные формирования, но тогда почему, собственно, сегодня утром правительственная рабочая комиссия по переговорам об урегулировании обстановки в Чеченской Республике во главе со своим председателем Вячеславом Михайловым вылетела из Москвы во Владикавказ для переговоров с чеченским руководством. Если же намеченные на завтра переговоры все-таки намечено провести, то зачем нужно даже блокировать Грозный? Обратим внимание также, что решение о военной операции в Чечне принято исполнительной властью явно против желания российского парламента. В таком случае конфликт между ветвями власти не только вероятен, но и почти неизбежен. О том, как он может развиваться, в материале Александра Герасимова. Формальных оснований для серьезных политических последствий ввода российских войск в Чечню нет. По крайней мере, в Москве в ближайшие дни ситуация не должна обостриться. Мне кажется, достаточно просто поинтересоваться результатами голосования на Совете Безопасности, о том, кто, скажем, за чрезвычайное положение, кто против чрезвычайного положения, кто за массированное применение военных, кто против. И можно будет тогда дать ответ на этот вопрос. По моим сведениям, которые я имею, они, может быть, не совсем точные. Это Егоров, это Грачев, это Лобов, это те лица, это Степашин, который тоже, как мне вообще в этом случае говорили, выступает именно за силовое решение проблем. Тем или иным образом дальше будут развиваться события в Чечне. Опасность в том, что точно такую же операцию завтра можно провести в Москве. Если Совет Федерации не может потребовать от президента, чтобы были реализованы его конституционные полномочия, значит, ничто не мешает завтра это сделать здесь. Что уже было год назад. Мы, Россия, последнее государство, где внутри есть, значит, около 20-30 национальных регионов. Вот, значит, последние события на Кавказе и в Средней Азии, там продолжаются глумления над русскими и в целом рост национализма. Все это должно нам подвести к одной мысли. Мы должны значит, предотвратить в будущем такие национальные конфликты, этническую конфронтацию с тем, чтобы были только у нас регионы, вот, области или губернии. Если в каком-то регионе России нарушен конституционный порядок, и там не действует Конституция России, то исполнительная власть вправе использовать последовательно, предупреждая об этом все противостоящие силы, по возможности использования вооруженных сил. На самом деле Чечня — это не просто где-то далеко на юге.
Если сейчас там разгорится война, то автоматически будет введено чрезвычайное положение на всем Северном Кавказе, ибо реально сегодня при нас уже туда целые отряды ингушей приходили, были кабардинцы, были из Абхазии формирования, из Афганистана уже приходили маджахеды. То есть реальная интернационализация конфликта. А дальше, я думаю, что вполне вероятен вариант при каких-то террористических актах уже в других регионах России введения чрезвычайного положения по всей стране. И мне кажется, что здесь сегодня есть политические и военные силы, которые заинтересованы в том, чтобы не проводить выборы в парламент и президентские в 95 и 96 году. И для них этот вариант был бы сейчас наиболее легким, с тем, чтобы оправдать отход полной от демократии и введение в стране авторитарного диктаторского режима. Это разговор о Северном Кавказе сообщает, что сегодня на территории Чеченской Республики группировки внутренних войск МВД Российской Федерации совместно с подразделениями Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации завершили первый этап операции, суть которой заключается в том, что удалось блокировать территорию, на которой действуют незаконные вооруженные формирования. По информации, полученной в Минобороны, в Министерстве обороны России, потерь среди личного состава нет. В ночное время каких-либо активных действий вести не предполагается. Полномочный представитель президента Российской Федерации, заместитель председателя правительства Российской Федерации Николай Егоров обратился к гражданам Чеченской Республики, а также к населению Республики, Дагестан и других республик Северного Кавказа с разъяснением задач, решаемых внутренними войсками, органами МВД и российскими вооруженными силами. Они состоят в разоружении незаконных вооруженных формирований, защите населения от экстремизма, создании условий для стабилизации социально-политической ситуации, восстановления конституционного порядка и законности, а также экономического потенциала Чеченской Республики. Николай Егоров в своем обращении особо подчеркнул, что правительство готово немедленно приступить к практическому осуществлению мер государственной поддержки Чечни. В течение 3 месяцев в республику будут доставляться продукты питания, а также будет оказываться необходимая экстренная помощь. Реализация этой программы возможна лишь при условии отказа от насильственных действий, терпимого отношения друг к другу и к военнослужащим Российской Федерации, исполняющим свой конституционный долг, подчеркивается в обращении к гражданам Чеченской Республики. Как сообщил эксперт Временного информационного центра от Министерства иностранных дел Российской Федерации из Моздока, в течение дня в ряде населенных пунктов Вознесенская, Назрань, Барсуки, Новоридант имели место попытки блокирования воинских подразделений, в том числе с использованием автобронетехники. Несколько раз колонны подвергались обстрелу, причем огонь велся прицельно по бензобакам и колесам машин. В районе Хасавюрта расположение воинских частей внутренних войск было блокировано местными жителями. Приняты меры по разблокированию объекта.